Салам алейкум, хурматле милләттәшләр, Алмагдуттар. Я надеюсь, что все в порядке и меня видно, слышно. Если это так, дайте, пожалуйста, знать. Сегодняшняя тема у нас очень интересная, в последнее время очень животрепещущая, а именно тема мигрантов, тема ксенофобии в России. И прежде чем начать, я прошу подписаться на мой канал, кто еще не подписался, поставить лайк, пригласить друзей к этому эфиру, помочь в распространении. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Я думаю, что э, тема будет очень интересная и горячая. Так, 12 сентября, четверг, вот в этот четверг, на этой неделе, в Санкт-Петербурге прошел так называемый крестный ход в честь мощей Александра Невского. Но сами там, помимо простых православных жителей Санкт-Петербурга, участвовало огромное количество разной другой публики. Среди них были, допустим, кадеты военных училищ. Хотя я вот, ну, не понимаю, почему кадеты, да, то есть ладно, там православные кадеты, которые есть, они бы там или свое собственное желание пойти нормально там, да. Но я уверен, что в кадетских училищах учат не только православные, там есть и представители разных других народов, других религий, но выгнали всех. Представьте, что там башкиры, татары, наверное, тоже маршировали, кадеты. Были представители различных, ну, ЧВК, различных, особенно вагнеровцы были со своими флагами. Очень много было представителей сегодняшних неонацистских, да, вот этих русских, имперских организаций, такие как Русская община и Северный человек. Их было вообще очень много, там десятки тысяч. И они, по крайней мере, назвали свое вот это действие не крестным ходом, и именно назвали его русским маршем. Так в своих пабликах, в своих каналах везде это написали на участвовали. А, Шли они там не с православными какими-то ну, так, кричалками, там, лозунгами. Шли они с настоящими неонацистскими вот этими вот лозунгами с нами. Мы русские, с нами Бог, там Россия для русских, ну и так далее там, да. Это о чем говорит? Надо еще заметить, что в этом крестном ходе выступил перед этой всей публикой сам патриарх Кирилл. То есть это все действие было одобрено на самом высшем уровне. И они не могли не замечать всех вот этих представителей, всех неонацистских организаций. То есть неонацисты слились в экстазе, можно сказать, да, с властью. Но это уже ни для кого не секрет, и последний год это вообще очень сильно заметно. Когда проводятся рейды, которые вроде бы должны проводить правоохранительные органы, силовые структуры, но они проводятся совместно вот с вот этими представителями вот этих вот имперских неонацистских организаций. Те в шевронах, в форме, с шевронами какими-то непонятными, там, в балаклавах, без каких-либо опознавательных знаков, без каких-либо удостоверений, идут, задерживают мигрантов, кричат на них, там, заставляют ложиться, врываются в кафе, там, всех ложат на пол. Вот это сегодняшняя ситуация в стране. Они это все оправдывают тем, что якобы засилие миграции в стране. Что вот нам надо избавляться от них, что невозможно жить и так далее, да, что русских стало мало, очень много мигрантов, что они там пристают к нашим девушкам, они это делают, то делают. Ну, в общем,
вот эти страхи, они показывают на всю Россию, якобы, что вот мигранты это самый настоящий ужас сегодняшней России, и э, якобы надо принимать меры. И эти меры принимаются чем? Что вот они кошмарят различных мигрантов, ловят их на стройках, кафешках, бьют. Очень много этих видео было. Распыляют газовые баллончики, допустим, недавно было там, ну, уже переходит, некоторые моменты переходят здравую логику. Да, вот, ладно, допустим, драка произошла там, да, на кулаках, но здесь уже бьют не просто как бы мужиков, здесь уже бьют всех подряд и в извращенной форме. Недавно, допустим, двух девочек, по-моему, узбечек, там 12 и, по-моему, 7 лет, им в лицо брызнули баллончиком, детям, представляете? Потом был такой момент, когда один какой-то русский нацист на машине сбил женщину, мусульманку с ребенком. И это все представили в пабликах, в тех же самых там, в социальных сетях, в группах вот этих вот русской общины и так далее, что, мол, вот наш брат сбил там за моташку, как они называют женщин, которые одевают хиджабы. Вот эта вот истерия, вот эта коричневая чума, фашистская коричневая чума, она прям накрыла всю Россию. Они это оправдывают, что якобы там мигранты преступления делают. Но так ли это? Вот давайте разберемся с преступлениями. Они говорят, вот там мигранты насилуют там наших женщин, да, вот сексуальные там. Вот я ну, прочитал статистику, да, они ссылаются на судебную статистику за 2023 год. На судебную статистику. То есть это официальная статистика властей. Так вот, они говорят, что, то есть представители русской общины, вот этих неонацистских организаций, они говорят о том, что 20% от всех сексуальных домогательств, от всех преступлений против половой неприкосновенности, это делают мигранты. 20%. Но, в принципе, цифра большая, да, то есть 20%. На самом деле это не так. На самом деле 7,5%. 7,5% от 100. То есть 92,5% это делают россияне. Преступление против половой неприкосновенности. Сколько вообще, то есть это ложь. Ложь что, в том, что мигранты там массово везде там, подряд там, насилуют кого-то, там, убивают, избивают. Это неправда. Как всегда, русские нацисты преувеличивают. И если вот я просто сам для себя проверял, читал в одном из каналов, потом проверил, действительно так, в том, что вот если взять маньяков, самых известных, самых кровожадных маньяков, вот 10 самых известных кровожадных маньяков, у них нету ни одной тюркской там или какой-то другой нерусской фамилии. Это славянские. Славяне, те 10 самых известных маньяков, которые убивали, насиловали потом женщин, детей и так далее. Там нет ни одного узбека, таджика, башкира, татара, кыргыза, казаха, азербайджанца. Кого? Нет. Там есть русские, есть украинцы. Если брать там, то украинец, по-моему, один, вот знаменитый Катила, это в 70-х годах, ну, в советское время, который. Все. А в основном это все русские, кицевские маньяки и так далее. Поэтому все это сваливать на нерусских, ну, это просто отмазка. Это просто отмазка для того, чтобы как можно быстрее избавиться от жителей Центральной Азии. Всего в России, по данным, 6 миллионов мигрантов. 6 даже и миллионов не мигрантов, а иностранцев. 6 миллионов. Из них, из 6 миллионов, 4 миллиона мигрантов. Если посмотреть, если взять за основу 140 миллионов, да, по статистике, 40 миллионов людей, проживающих в России, то это примерно 3%. 3% всего мигрантов. О каком засилии миграции можно говорить? Допустим, в Германии там около 15 или 20% мигрантов.
а в России 3%. Да, они все едут в основном в Москву, потому что Москва это огромный мегаполис, где можно заработать бабки. Но почему туда едут мигранты в основном? Во-первых, хорошие зарплаты. Во-вторых, потому что на низкоквалифицированных работах москвичи не работают. Их не загонишь на стройке, их не заставишь работать дворниками, на переработку мусора. Так, на такие работы они не идут. На такие работы идут мигранты, представители вот из других стран приезжают на заработки. И представим, что и всех вот этих вот мигрантов убрать из Москвы. Москва же утонет в грязи, просто утонет. Но нет, они же специально все равно продолжают гнать вот волну. А это делается, я вам раскрою просто секрет, что это делается не просто так. И там нету никакой цели избавиться от мигрантов. Это политика, которая была спущена из Кремля. Специально были созданы такие организации с одной единственной целью. Они считают, то есть они начали это якобы под видом борьбы с миграцией, а на самом деле вся это потом перейдет на кого? На жителей других народов России. Основная цель – ликвидация национальных республик. Чтобы никто не возникал, чтобы никто не возмущался, когда примется это решение, уже заранее запугивают. Начинают демонстративно избивать нерусских. Постепенно это все перейдет на нас, на башкир, на татар, на якутов, других народов России. Это делается специально, сознательно. И если бы была бы вот эта проблема, ну, допустим, Москвы, Санкт-Петербурга, вот этих вот, да, крупнейших мегаполисов, Нижнего Новгорода, то тогда бы русские общины, вот их ячейки, не создавались бы в Уфе, не создавались бы в Казани. У нас нету такой проблемы миграции в Уфе. Зачем здесь нужна русская община? Вот зачем в Башкортостане, в Уфе нужна русская община? Для чего? С какой миграцией вы боретесь? У нас что, мигрантов полно, что ли, в Уфе? Ничего подобного. Этой проблемы нету в республике. И в республике Татарстан такой проблемы нету. То, что вы там придумываете, то, что, ну, я имею в виду русских нацистов, что они там придумывают, это сознательное нагнетание. Просто для того, чтобы укрепиться. Закрепиться, укрепиться в республике. Они получают финансирование, правительство, сам Назаров, премьер-министр спонсирует эту вот русскую общину в городе Уфе. Это сознательно делается для того, чтобы в будущем подавлять любое инакомыслие, любые протесты против, когда начнутся ущемления наших прав. Но они уже идут во все эти ущемления. Но когда будут ликвидировать национальные республики, когда будут конкретно уже запрещать нам все, вот там полностью башкирский язык уберут, и вывески уберут на башкирском языке, чтобы сразу купировать какие-то наши возмущения, вот уже сейчас готовы вот эти неонацистские организации. Это же мы все проходили в истории, это все уже было. Когда в начале 20 века, мы помним, такая была организация черносотенцы. Они точно так же ходили крестными ходами по улицам городов русских, центральной губернии, центральных районов, да, центральных губерний. И потом все это вылилось в погромы. Или евреев, или другие народы. Мы помним фашистская Германия. Точно так же начиналось все вот это вот, что не той национальности, не той расы, не тот разрез глаз, не та вера. Убивали, сжигали. Сейчас все это вот повторяется. И власть российская делает ставку на них прям. Делает ставку, потому что они прекрасно понимают, что Россию трясет и лихорадит. Что скоро вот уже начнется развал. И они будут через террор, через, через избиение, через убийство будут пытаться нас всех ставить в этой тюрьме народов.
Теперь по поводу мигрантов. Для меня вообще слово это, конечно, очень мне не нравится, мигранты. А, Жители Центральной Азии, жители Кавказа. Враги ли они нам, башкирам? Давайте рассуждать. Я считаю, что нет. Я считаю, что они нам вообще не враги. Мало того, они наши союзники. Почему союзники? Ну, потому что если брать жителей Центральной Азии, из 6 народов, перечисляем, да, это казахи, это узбеки, кыргызы, туркмены, таджики, каракалпаки. Вот из 6 народов 5 из них тюркские народы. У нас общая культура с ними. Ну, таджики тоже очень близки к нам. Как мусульмане, как по культуре, ну, имеется в виду по мусульманской культуре. У нас общая кухня, общая культура, общие традиции, общая религия. Много чего общего. Как говорится, общая история, общий бэкграунд, да, как сейчас модно это слово говорят, да, общекультурный, вообще общекультурный пласт у нас очень большой. Одни и те же у нас какие-то легенды, эпосы. И эти люди нам намного ближе, чем русские. Ну, намного ближе, во всем ближе. И да, надо вспомнить, что когда Заки Валиди, не только Заки Валиди, многие наши башкирские представители, башкирское правительство, вообще представители башкирского национального движения начала 20 века, когда была первая Башкирская республика, и когда она, скажем так, вынуждена была пойти на соглашение с советами, потом, когда начались репрессии, многие наши бежали куда? Они же не бежали в Украину, они не бежали в Белоруссию, они не бежали в Литву, они бежали в Центральную Азию, в основном к узбекам, кыргызам, казахам, таджикам. Заки Валиди лично приехал в Туркестан и несколько лет там организовывал басмаческое движение и воевал против советов с кем? Кыргызами, узбеками, таджиками. Тогда это был вообще еще больше, еще ближе этот вот общий менталитет у всех этих народов. Это потом советская власть как бы она так разделила их искусственно. Сейчас опять сближение идет. И вот эти последние новости о том, что 5 тюркских стран договорились о том, что будет единый алфавит на основе латиницы, создали единый алфавит. Это очень большое достижение. Но мы, башкиры, татары, мы отстаем от этого. Нас нету среди них. Нас Россия специально, искусственно отделяет от этого. Так вот, вернемся к мигрантам. Представим, что... прежде чем вернемся, да, я расскажу такой случай. Со мной был. Когда я только приехал в Уфу, я снимал комнату в коммуналке. И у нас... там в одной из комнат поселился один парень, узбек. Старше меня был на несколько лет. Работал он на овощном рынке, у него была своя точка. Мусульманин, который делает намаз. И в одной из комнат тоже жила одна такая бабулька, татарка, но алкоголичка. То есть это вот такая уже русифицированная, обрусевшая. Хотя она на татарском хорошо разговаривала, но это все. То есть она очень много пила. То есть она вела вот такой очень некрасивый, да, образ жизни. У нее была дочка, тоже взрослая дочка, и она очень часто посещала свою маму. Пыталась ее привести в чувство, да, когда та уходила в загул. Мама там уже старенькая, то есть, которая пьющая, она очень старенькая была, то есть лет 60 с лишним, там почти 70. И вот один раз я слышу крики в коридоре, страшные крики, там кричат. Я вышел, и вот эта вот дочка, она кричит на этого узбека. В страхе, там, в ужасе. Оказывается, она никогда не видела, как человек делает омовение и начинает молиться. То есть узбек совершил омовение и молился там в комнате,
коридоре там, да. Место такое было одно пустое. И она это увидела, для нее это был шок и страх в глазах ее. Я говорю: "Ты чё кричишь-то?" Она: "Вот, что он здесь делает? Почему он здесь молится?" Я говорю: "Ну это нормально". То есть, вот представьте, да, люди, которые поддались влиянию русской культуры, вот эта ассимиляция, ассимиляционным процессом, для них уже шок, что кто-то, делает намаз. Это я о чем хочу сказать, что, находясь в русском мире, в составе этой русской империи, мы все постепенно ассимилируемся, особенно те, кто живут в городах. И представим, что если наступит час икс, Россия развалится, у нас появится шанс выйти из этого русского мира в составе своего отдельного независимого государства. Кто будет против независимости? Я уверен, что это будут не узбеки, и не кыргызы, и не казахи, и не таджики. Это будут русские. Это будут русские, которые не захотят, чтобы мы уходили от них, чтобы мы их покидали, их русский мир. Поэтому они всячески будут противодействовать независимости. Выступать, возможно, с оружием в руках попытаются нас остановить. И в этом случае все жители Центральной Азии — это наши союзники. Потому что они сами живут в независимых государствах, они знают, что такое независимость. Если просто взять, с кем нам родниться. Вот с кем родниться, с русским или с казахом? С русским или узбеком? Со стороны жены моей есть, среди ее родственников, есть э, племянница, у которой отец узбек, мать башкирка. Так вот, эта девушка, она себя ощущает только башкиркой. Выросла здесь, в республике Башкортостан. Она башкирка. Она говорит, она прекрасно говорит на башкирском языке. Вышла недавно замуж за кого? За башкира. То есть, таким образом, узбек ассимилировался в башкирской культуре. И для них очень просто, для них это проще ассимилироваться, потому что общий язык, общая культура. Они нас прекрасно понимают, они очень быстро учат наши языки, особенно узбеки, казахи то же самое. И если представим, что у вас есть родственники среди узбеков, среди казахов, если вы будете выбирать между родственниками казахами или родственниками русскими, одни родственники живут в Алма-Ате, другие родственники живут в Рязани. Куда вам будет приятнее ездить в гости? В Рязань, Тулу, Тамбов или в Алма-Ату, Самарканд, Бишкек? Куда вам будет приятнее ездить? Конечно же, страны Центральной Азии, потому что там культура та же самая, религия та же самая. Вчера посмотрели фильм дома, называется фильм новый, 2024 года, «Рай под ногами матерей» называется, кыргызский фильм. Очень прекрасно показана вот единая тюркская культура, единая религия ислам, как она объединяет все эти страны. Поэтому, еще раз говорю, у нас нету никаких проблем с мигрантами. Да, среди них есть преступники, как и среди всех народов есть преступники. Что, русской мафии нету, что ли? Есть огромное количество. И больше всех преступлений совершают именно русские, но точно не мигранты. Просто они выставляют это. Есть специальные паблики, есть специальные группы, где они именно вот те преступления, совершенные мигрантами, они показывают это. Вот это сделал то-то, это сделал то-то. Хотя одновременно тут же происходят десятки изнасилований, убийств со стороны русских, со стороны вот этих ЧВКшников, которые вернулись с войны. Их никто не освещает, эти преступления. Все это в тени, а на свету преступления вот мигрантов. Есть среди них, конечно, такие, никто не спорит. В будущем наша политика Республики Башкортостан, мы в первую очередь повернемся лицом
не к русскому миру, не к русским республикам, к Москве, к Санкт-Петербургу. И мы будем с ними торговать, конечно же, у нас будут культурные обмены, будем ездить и так далее. Но в первую очередь мы будем интегрироваться в страны Центральной Азии, наши родственные страны, стараться войти в организацию тюркских государств, присоединиться к общему алфавиту, который сейчас есть, общий тюркский. Это представляете, что какой пласт откроется к нам всей культуры казахской, узбекской, кыргызской, туркменской, турецкой, азербайджанской. Там же очень много, и башкиры были. Очень много туда приезжали они. Творили там. Поэтому, еще раз, прежде чем у вас возникнет слово, желание назвать кого-нибудь чуркой, помните, что мы точно такие же чурки для русских в Москве. И когда скинхеды встретят башкира и кыргыза, допустим, мы для них будем на одно лицо. Пить они нас будут одинаково. Возможно, убивать. Они не будут разбираться, башкир ты или там якут, или тувинец, бурят, калмык, или кыргыз, или это будет казах, или это будет таджик. Для них это без разницы. Потому что это нацисты, имперцы и фашисты. И у нас в Республике Башкортостан сегодня именно существуют ячейки вот этой вот нацистских организаций. Именно нацистские. Открыто действуют. Совместно с правительством проводят какие-то праздники, какие-то культурные мероприятия. Чисто русские. Открыто огромное количество всяческих казачьих организаций. Хотя у нас никогда не было русских казаков здесь, в Республике Башкортостан. И они пытаются еще нас обманывать чем? То, что вот якобы русских больше. На самом деле мне часто пишут, в том числе и чиновники, которые на нашей стороне, которые поддерживают идею независимости Башкортостана. Они все говорят, и ученые, некоторые башкирские, и чиновники, они говорят, что вот та перепись, которая прошла, она абсолютно не отражает той действительности, какая есть на самом деле в Республике Башкортостан и вообще по всей России. Русских завысили сознательно и специально численность в Республике Башкортостан. На самом деле русских, они, говорят, скорее всего переместились на третье место уже по численности. На первое место вышли башкиры, потом идут татары, потом только русские. И Уфа уже давно не миллионник, там уже нету давно миллиона. Численность убывает очень сильно. Просто его специально, чтобы получать как можно больше федеральных денег, они завышают численность города. На самом деле русские массово покидают Республику Татарстан. В основном переезжают в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, там на юг едут, Адар и так далее. Поэтому татары тоже очень много выехало в последнее время в Казань. Ну, потому что Казань, она более успешна, чем Уфа, чем Татарстан более успешен, чем Республика Татарстан. Поэтому башкиры вышли на первое место благодаря, скажем так, тому, что у них больше детей. Воспроизводство очень большое достаточно. А у русских нет. Посмотрите на русские деревни. Ну просто вот кто ездит по Республике Башкортостан, кто бывал в русских деревнях. Маленькие русские деревни, они все превратились в дачные поселки. Там живут либо бабки, старые бабки с детками, молодежи там нету абсолютно. То есть эти деревни, они уже не подпитывают города своим населением. Молодыми русскими парнями не подпитывают. Вот этот источник из деревень, из русских деревень, он иссяк в Республике Башкортостан. Башкирские деревни до сих пор, там есть молодежь, и деревня поставляет в город Башкир. Поэтому Башкир во всех городах прибавилось очень сильно, особенно в Уфе. На сегодняшний момент уже русских
не больше 50%, как это было, как сейчас рисуют, как было раньше. Их уже меньше 50%, а татары с башкирами уже в общей численности больше 50% в Уфе, в столице. Поэтому русских, вот не верьте тому, что русских большинство. И когда вот всякие политики, политологи говорят, как вы будете отсоединяться, у вас там русских больше. На самом деле они искажают действительность. На самом деле русских не большинство здесь, в Республике Башкортостан. Русских всего 1/3. Это надо понимать, что их 1/3. То есть официально по статистике их 36%. На самом деле там их осталось около 30%, если не меньше. Вот. А 30% всего. А башкир с татарами, их больше 50, почти 60 там с лишним процентов. Все. То есть какое их большинство? Они наоборот, они меньшинство самое. Самое, что ни на есть меньшинство. А когда наступит час X, когда наступит вот эта турбулентность, когда Россию начнет шатать во все стороны, начнутся конфликты, одна за другой республики начнут объявлять о своей независимости, в Москве начнется там своя война за власть, русские побегут из Республики Башкортостан. Побегут те, я еще раз говорю, я никого не гоню, я не хочу, чтобы у нас русские от нас убегали. Но я хочу, чтобы Республику Башкортостан покинули те русские, которые против независимости, которые не хотят жить в независимом Башкортостане. То же самое было в Казахстане, они все покинули. Все, кто был недоволен тем, что Казахстан стал независимым государством, они все уехали. Сейчас еще осталась там очень мизерная часть, которая что-то там еще что-то бубнит. Но их очень мало. И сегодняшняя русская молодежь в Казахстане массово учит казахский язык. И у нас то же самое будет. Те, кто недоволен, те, кто не хочет, чтобы Республика Башкортостан была независимым государством. Россия большая, вперед, свои губернии. Создавайте свои русские государства и, пожалуйста, что хотите, там то и делайте. А те, кто захочет остаться, те, кто связывает свою судьбу с Республикой Башкортостан, те, кто хочет жить во благо Республики Башкортостан, развиваться, развивать республику, чтобы дети приносили свое благо, свою пользу Республике Башкортостан. Пожалуйста, оставайтесь, никто вас не будет ущемлять, будут у вас и русские школы будут, русские садики. Учитесь, живите, свою культуру растите. Все будет нормально, никто никого ущемлять не будет. У нас будет национальное государство Башкортостан, единственным государственным языком башкирским, который вы будете знать, учить. Будете учиться в русских школах, но будете изучать обязательно башкирский язык. Все. Поэтому я думаю, что на этом тему по мигрантам. Я еще раз хочу всем башкирам донести, кто смотрит, башкирам, татарам, конечно же, что татарам в Татарстане, татарам в Башкортостане, башкирам, мигранты из Центральной Азии — это наши союзники. И когда наступит час X, когда, не дай бог, вспыхнут какие-либо конфликты, когда русские с оружием в руках выступят против независимости наших республик, Татарстана, Башкортостана, именно мигранты будут нашими союзниками. Они, я уверен, не пойдут на сторону русских. Они пойдут на нашу сторону, за нас. Теперь по вопросам. Так, нас смотрит уже почти 500 человек. Это очень хорошо для моего канала. В последнее время вообще канал у меня очень сильно вырос. Кто не смотрел еще видео, особенно у меня очень мощно выстрелило видео. Это ответ Юлии Навальной, которая набрала почти 200 тысяч просмотров. Канал очень вырос. По поводу вопросов. Тут мне приходил вопрос. Да, его. Вопрос для стрима.
Как вам удается не отпускать руки и оставаться мотивированным в своем деле? Порой кажется, что твои старания никому не нужны, если хочешь что-то сделать, только сам, и все хочется бросить. Но смотрю на вас, на Ишмурат Хазрята, и пока этого хватает, чтобы собирать мотивацию обратно. По поводу себя, почему я этим так много занимаюсь, скажу так, что идейный. Я идейный человек, я верю именно. Я башкирский националист. Я идейный националист. Я верю в то, что я делаю. Я считаю, что наша республика Башкортостан должна быть и обязательно будет независимым государством. Все для этого складывается очень удачно и успешно. Поэтому именно это дает мне силы. К тому же, я уехал из России. Раньше у меня тоже было очень много энергии. Эту энергию я вкладывал, когда был в организациях Кукбуре, в организациях Башкорт. Очень много мы там проводили различных мероприятий, акций. Очень много я там вели группу ВКонтакте, да, у нас там было 60 тысяч подписчиков. На других социальных сетях группы вели, там писал статьи, ну, много что как бы делали, вкладывал туда энергию. Но все равно, когда я занимался общественно-политической деятельностью в Республике Башкортостан, я не мог говорить все. Ввиду цензуры, ввиду вот этого запрета, любое слово, которое тебя могли сразу завести уголовную статью, да, любое неправильное слово. Уехав из России, я свободен. Вот свобода, она очень сильно окрыляет. Свобода слова очень сильно окрыляет. Ты можешь говорить что угодно. И поэтому у меня здесь появилась мотивация, появилась свобода самовыражения. Я говорю, что хочу, что думаю. И это очень сильно, скажем так, да, помогает мне, мотивирует меня, дает сил. Вот, следующий вопрос. Надеюсь, что ответил, да, на ваш вопрос. Какая судьба будет у мужчин в независимом Башкортостане, воюющих сегодня в Украине? Хороший вопрос. Я знаю, что очень много башкир сегодня воюет, башкир, татар, очень много воюет в Украине. Очень много погибло. Наша республика Башкортостан занимает, где-то говорят, первое место, где-то занимает второе место. Но в любом случае лидирующие позиции по количеству убитых. Это очень печально. Очень печально, что очень много башкир до сих пор еще не осознают, едут воевать, подписывают контракты, надеясь, что там заработают, что там. Потому что я уверен, что идейных уже точно нету. Их и не было идейных башкир. Ну, может быть, 0,0000001%, которые были идейные башкиры, идейные татары, которые поехали воевать против Украины. Действительно, за русский мир, веря, что там какие-то нацисты. Таких из 10 000, может быть, ну, 5 человек, возможно, 10 человек. В основном люди поехали за бабки и по мобилизации. По мобилизации, кто поехал, они тоже, как сказать, эти люди, у них до сих пор еще сидит вот эта вот верность присяге. То есть мы давали присягу, мы служили, вот как мы будем... Это знаете, когда вот, да, не служил в армии не мужик, да, то же самое, да? Вроде бы там в армии, я сам когда-то рос вот в этой вот системе, когда считалось, что если ты не пошел в армию служить, то, ну, это подло считалось, не служил, не мужик и так далее, да. Хотя я считаю сейчас, что, конечно же, любыми путями надо косить от этой армии. Эта армия, она ничего полезного не дает и не давала мне. Ну, да, я получил военную профессию, я был топливозаправщик, маслозаправщик, заправщик спецжидкостей, самолетов, управлял самолеты. Вот, но основная часть — это тупая, бессмысленная работа. Маршировать, там, физическая какая-то работа. Туда посылают, сюда посылают. Вот это армия. С лопатами.
метлами. Поэтому в армии в этой не хрен делать. По поводу же наших ребят, которые сегодня там воюют. Так вот, я говорю, вот и у некоторых не хватило духа отказаться, что вот раз мобилизуют, надо ехать. И мы помним эти видео там с кураями, с гармошками, там целый ансамбль сибайских там отправили, да, танцоров на войну. Кстати, практически все они погибли. Вот. И сегодня я думаю, что уже не осталось, наверное, таких людей, которые готовы ехать там исполнять присягу, готовы как за какую-то идею ехать. Если кто-то и едет, то это в основном за бабки. Люди, которые попали в очень сильную материально какую-то там зависимость. Вот в этом случае очень сильно нужны бабки. Либо это люди, которые находятся на дне общества. Пившиеся алкоголики, преступники различные. Кого-то запугали, кого-то заставили подписать контракт, на кого-то надавили. Есть такие, что и жены отправляют там, да, вот в ухо вцепятся и говорят: вот езжай, все равно от тебя толку нету, бухаешь, не работаешь нигде, хоть там деньги заработаешь. Есть такие моменты. Есть такие, которых обманывают. Вот у нас член комитета Башкирского национального движения за рубежом Айгуль Леон, она проводила интервью несколькими башкирами в плену, которые находятся. Вот там был недавно интервью с одним башкиром из Челов. Ну, там вот явно продукт советской пропаганды. Ты кто, говорит, по национальности? Я башкирин. Да, человек даже, ну, явно не башкорт себя не говорит, не башкир, а башкирин. Как это говорят, нас так русские называют. Башкирины, башкирцы. Это очень презрительное отношение, да, очень презрительное название. Так вот, что будет с ними в будущем в Башкортостане? Я думаю, что это я сейчас вот как раз, если меня смотрят или будут смотреть те наши военнослужащие, которые сейчас находятся в Украине, я хочу так сказать, ребята, если вы не совершили каких-либо военных преступлений против мирного общества, против своих сослуживцев, особенно из Республики Башкортостан, если вы не грабили, не насиловали, не убивали мирных жителей, то и если вы осознаете всю пагубность того, что вы сейчас делаете, если вы перейдете на сторону национально-освободительного движения, поможете в том, чтобы завоевать независимость Республики Башкортостан, поддержите башкирское национальное движение, поддержите тех сторонников независимости Башкортостана, возможно, с оружием в руках поддержите, будете защищать независимость Башкортостана, конечно, для вас будет амнистия, и так обойдется. Но если вы думаете, что вот вы там воевали, приехали и будете сидеть дома, и как бы все будет нормально, то я думаю, что вы ошибаетесь глубоко. Потому что если вы совершали преступление, в любом случае поиск всех преступников, когда Россия проиграет, она проиграет неминуемо. Это 100%. Когда Россия проиграет, поиск всех военных преступников будет по всей России. И мы будем выдавать тех военных преступников, кто насиловал, убивал, те, кто пропагандировал эту войну, те, кто обманом отправлял этих людей в Республике Башкортостан, все эти чиновники, все эти сотрудники военкоматов, они все будут привлечены к уголовной ответственности. Все понесут ответственность. Следующий вопрос. Поэтому еще раз, вот, да, возвращаясь, я хочу сказать, что, ребята, переходите на сторону башкирского национального движения, не воюйте, уходите с войны, сдавайтесь в плен к украинцам. Лучше остаться живым, чем вернуться 200-м обратно. Либо 300-м, без руки, без ноги, либо с какими-то отклонениями в голове после там какой-либо контузии.
Представьте, что вот сейчас практически 3000 человек погибло. Из них, ну, грубо говоря, 30% это башкир. 1000 башкир. 1000 башкир, если бы вооруженных сегодня бы выступила бы за независимость Башкортостана, какая это была бы сила. Ну, а они умерли за русский мир, за то, чтобы Путин подольше сидел у власти, чтобы у Алины Кабаевой там появилось, ну, побольше всяких драгоценностей, чтобы у Хабирова дача новая строилась, чтобы у Карины Хабирова там могла летать куда-нибудь там в Дубае. Вот вы за это погибли, вот эти 1000 человек. Не за то, что там искоренить нацистов в Украине. Вы погибли за то, чтобы сегодняшние чекисты, сегодняшние чиновники, сегодняшние олигархи дольше сидели у власти. Вот за это вы погибли. Следующий вопрос. Будет ли Башкортостан платить репарации? Конечно, будет. Конечно, будет. В любом случае, наша вина, вина Республики Башкортостан в этом есть. Если говорить о том, что вот в этом виновата только власть, это неправда, потому что сегодня есть заводы военные, где изготавливают беспилотники, оружие, и на этих заводах работает огромное количество людей, огромное количество, я знаю, групп по всяким WhatsApp'ах, ВКонтактах, огромное количество групп, где сидят люди, собирают деньги для войны, плетут маск-сети, заливают какие-то свечи, собирают там на носочки, на это, на то, на какие-то дроны, уазики и так далее. То есть огромное количество людей массово вовлечено в то, чтобы помогать в этой военной агрессии. Так что вина, общеколлективная вина в этом есть. И, конечно же, когда Россия проиграет, на всех будет возложена ответственность по выплатам репараций. Свою долю Башкортостан точно так же будет выплачивать. Но лучше мы выплатим свою долю, когда отделимся, свою долю от вины мы выплатим, чем если будет Россия выплачивать. Представим, что Россия сохранилась, она в любом случае проиграет. Россия сохранилась, там прекрасная Россия будущего, там будет, это как навальнисты мечтают. Или, допустим, власть перешла от Путина там к какому-нибудь Патрушеву, сыну его, и сохранился тот же самый режим. Вот они проиграли, они признали, но Россию сохранили. За счет кого они будут выплачивать репарации? Конечно, за счет наших ресурсов, за счет наших природных богатств. У Москвы что есть платить? Чем? Ничего нету, они будут платить за счет нас. Какая разница тогда нам? Лучше уж мы тогда отделимся, свою долю ответственности, свою долю вины выплатим. На этом вассалям, как говорится, да? Как казахи говорят, на этом калас. Поэтому, конечно же, свою вину мы выплатим. И будем развиваться как отдельное нормальное независимое государство без Москвы. А Москва там, как она будет выплачивать, это ее проблема. Хочет там, пусть свой Кремль закладывает, там оружейную палату. Хотя мы оттуда, конечно же, заберем все те наши исторические вещи, которые они у нас забрали. Казань заберет свои. Потом там хотят, пусть закладывают Москву, закладывают Кремль, расплачиваются. Так, теперь из чата очень много было вопросов. Руслан, среди башкир и татар есть так много алкоголиков, сколько и среди русских. Не спорю, это очень бич, это бич действительно общества. И у нас, когда организация Башкор в свое время ввела войну против этого, против алкоголизации, посмотрите, они же специально спаивают население, власть. Практически в каждой крупном какой-то деревне открыли магазин красное-белое. Это делается сознательно. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы максимально ограничим продажу вот этого алкоголя. Это вот то, что это вот тот культурный подтекст, контекст, общий бэкграунд, который у нас есть с русскими. Русские нам вот эту как культуру питья алкоголя,
они нам принесли? На свадьбах начали пить алкоголь, просто бухать. Это вот то, что они нам принесли. Раньше башкиры не были алкоголиками. Так, тут в основном между собой споры идут. Так, ну если вопросов нету. Какая-то Светлана Бабушева пишет. Русские в республиках всегда учили язык той республики, где жили в Союзе. Разве в Башкортостане не учат ваш язык в школах? Нет, не учили. Мало того, я скажу так, что я вот с казахскими друзьями общаюсь. И в Алма-Ате во времена Советского Союза в 80-х годах была одна всего казахская школа. Одна школа на весь миллионный Алматы. Поэтому говорить о том, что там русские что-то учили, нет. Это казахи массово учили русский язык, узбеки массово учили, кыргызы, туркмены. И у нас здесь так. Это мы учим русский язык. Мы начинаем учебу с русского языка. Мы начинаем учебу на русском языке. Русские не учат. Спросите любого русского, знает ли он казахский язык из поколений советских. Никто не знает. Спросите русских, знают ли они башкирский язык или татарский язык. Нет. Они не знают, не учат, сознательно не учат. Они говорят, что нам это не надо. Если вы все разговариваете на русском языке, зачем нам учить башкирский язык? Вот они что говорят. И а, заметьте сами, что вот если стоит 7 человек башкир, и среди них приходит русский, который не знает башкирский язык. Вот башкиры стоят, разговаривают на своем родном языке. Приходит русский, все автоматически переходят на русский язык, чтобы этот русский понимал, о чем идет речь. Абсолютно неправильно. Здесь, в Литве я живу, здесь никто не переходит на русский язык, если там в литовскую там группу приходит русский человек. Как разговаривали на литовском языке, так и разговаривают. Не понимаешь, это твои проблемы. Так и надо делать. Будет разговаривать даже два башкира между собой. Подойдет русский. Разговаривайте на башкирском языке. Не понимает его проблемы. Приходите в магазин, спрашивайте хлеб, молоко на башкирском языке. Не понимают их проблемы, требуйте, чтобы вас обслужили на башкирском языке. Остановил гаишник, выписывает штраф, требуйте на башкирском языке протокол. Башкирский язык равноправный государственный язык наравне с русским в Республике Башкортостан. Имеет точно такие же полномочия, точно такие же права. Обязаны отвечать, обязаны обслуживать. Руслан Агай, как-то в своем видео вы сказали, что мы хотим отделиться от России, а потом будем решать, куда присоединиться. Но акцент сделали на Европу. Правда, хотите к ним? Также полный разврат и бесовщина. Там же полный разврат и бесовщина. Я такого не говорил, что мы хотим именно в Европу. Я сказал о том, что, конечно же, мы будем строить союзнические отношения со странами Европы, потому что у них технологии, у них наука, институты. Но вообще союзы, в первую очередь, конечно же, нам надо строить с нашими братьями в Центральной Азии, турками, с азербайджанцами, теми, у кого у нас общая культура. Нам надо восстанавливать свою национальную культуру. Нам надо восстанавливать свой язык. Свой язык мы не восстановим с немцами, с англичанами, французами. Мы свой язык восстановим с казахами, узбеками, с кыргызами, с турками, которые нам в этом помогут. Вот культуру также Турксой будем участвовать вновь.
первую очередь, конечно же, с ними. А уже по науке, по культуре, по науке, по всяким технологиям, конечно же, нам надо сотрудничать с Европой. Нам есть что им предложить, нам есть что у них взять. Андрей Титов, салям из Казахстана. Неужели это правда, что многие жители Республики Башкортостан хотят выйти из состава России? Конечно, 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 это правда. Так, фильм уже подходит к концу. Русских ватников понабежало огромное количество. Пуканы горят, у русских ватников, русских имперцев. Не все русские такие. Есть русские, которые мне помогают в моей работе по тому, что я делаю. В деле независимости полностью поддерживают. Салям, брат, что скажешь про террористическую организацию «Русская община»? Я уже сказал и даже снимал видео. Это нацисты, это имперцы, которых создали специально и финансируют только для того, чтобы подавлять тех нерусских. Начали они сейчас с мигрантов, будут заканчивать башкирами, татарами, якутами, калмыками, бурятами и так далее. Так, ну, наверное, все, друзья. Напоследок, здесь вот хороший вопрос. А Башкортостан сможет быть демократичной страной? Среди бывших стран СССР мусульманские республики не блещут стремлением к демократии, кроме казахов. Хороший вопрос. Как правило, вообще все эти тюркские страны и в прошлом, конечно же, были, ну, это вообще восточная культура, азиатская культура, она такая привыкшая подчиняться одному правителю. У казахов это не так, потому что у них было, хоть у них и были ханы, но у них тоже институт был Еинов, Курултаев, где решались вопросы, там приезжала степная аристократия. Башкир то же самое было. Поэтому башкиры, как правило, очень не любят подчиняться кому бы то ни было. Это должен быть только действительно а, очень авторитетный человек, которому люди могут подчиняться. И то, как правило, башкиры ему «Уйдгая Турай Тейлер», да, как говорится. Глаза прямо говорят, да, они чем-то недовольны. Вот. Я надеюсь на то, что мы будем строить демократию. Я хочу, чтобы так было. Но даже если сейчас посмотреть на такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, где есть такие авторитарные, да, методы правления, ну и тот же самый Казахстан, что тут греха таить, да, тоже авторитарный метод правления. Как бы то и Азербайджан то же самое, не говоря уже про Туркменистан и Таджикистан. Но как бы то ни было, это независимые государства, первое. Там не русские хозяева, там Москва не ну, указывает, конечно, да, там есть своя вот эта доля имперской политики Москвы, она есть. Но как бы то ни было, это страны, которые внутри себя сами управляют тем, что там происходит, про всеми процессами. Там увеличивается численность коренного населения. Там вовсю развиваются языки. И когда-нибудь, рано или поздно, эти страны, они станут демократическими. Это в любом случае произойдет. Но к тому времени это уже будут сформированные
национальные государства. Полные национальные государства. Поэтому говорить о том, что там вот они не демократичные, там это, то. Но, по крайней мере, там они лучше, чем в России. Там нету такого бардака и беспредела, как в России. Они не нападают на других, они не отправляют своих жителей умирать за непонятные тупые идеи чужого народа для себя, для них. А у нас в России это так. И когда нам говорят: вы, башкиры, куда вы там хотите выйти, посмотрите на эти страны Центральной Азии, как они живут. Нормально живут. Возможно, победнее, чем мы. Но они развиваются, и у них это свое. Никто им не дает ничего. Никто им не указывает. У них открыты границы со всем миром. Куда хотят, туда летят. Где хотят, там отдыхают. В любую страну могут приехать. Россияне могут себе этого позволить? Башкиры сегодня могут себе позволить этого? Нет. Много чего не могут позволить. И язык у башкир загибается, и численность не так растет, как у тех же самых казахов, узбеков. Они за эти 33 года выросли очень сильно в численности. Посмотрите, в Казахстане прошли Всемирные игры кочевников. Грандиозное масштабное мероприятие. Пригласили из России, пригласили из сборной России, да, там на открытии их пригласили Миниханова, главу Татарстана, глава Якутии был, глава Башкортостана не было. Почему? Я спрашивал у казахов. Потому что глава Республики Башкортостан, точнее лже-глава, да, кем не признанный, кем не избранный Ради Хабиров, он, говорит, вообще не в авторитете и не в почете у а, президентов стран Центральной Азии. Он не в почете и не в авторитете у... Его никто не уважает. Ни в Турции, ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане. Никто его не уважает. Его считают шестеркой московской. Его считают конченным неудачником, человеком, который взял в жены представителей другой национальности, дети крещенные. Это очень сильно, я знаю, там прям это обсуждается у них. Поэтому его очень сильно там не любят. Именно поэтому его не пригласили, потому что его никто не уважает там. Хабиров изгой. К сожалению, вот это чмо, оно управляет Республикой Башкортостан, позоря нас. Поэтому я надеюсь, что мы, конечно же, хотя башкир как народ очень сильно уважает. Казахи очень сильно уважают, узбеки, кыргызы, азербайджанцы. И вообще многие представители кавказских республик очень сильно башкир уважают. И говорят, что вот башкиры один из тех народов, которые сломают хребет этой Российской империи. Очень духовитый, сильный народ. Но не повезло нам с правителем, к сожалению. Управляет нами безвольный раб Москвы. И как только у нас появится возможность, мы обязательно его снесем. Снесем и отдадим под суд. На этом все. Хурматле милләттәшләр. Рад был всех видеть. Распространяйте данное видео, ставьте лайки. Башкортостан